ушла, идти некуда было, морозы были. Раиса Чанева осталась без дома зимой на улице. Но ей повезло, мерзнуть долго не пришлось. Тогда, 3 года назад, только открывался Центр реабилитации бездомных «Дома жить». Ее приняли, обогрели и оставили. Но так бывает не с каждым. Зачастую бездомные замерзают на улице. Позже дело доходит и до ампутации конечностей. Привезли, значит, мужчину. Он жил в шалаше, там такой вот, зимой. И отморозил ноги. Да, с такой бородой. Вот. И здесь его отмыли, отправили в больницу. Ездим в больницу также с передачами. То есть не оставляем их одних. Здесь Раисе дали возможность пройти курсы медицинской сестры. Сейчас женщина помогает оформлять и принимать новых подопечных. С наступлением холодов их становится больше. Но много тех, кому нужен просто горячий обед. В такой помощи здесь никому не отказывают. Обычно при температуре на улице минус 10, минус 15 градусов у людей приходит около 20-30 человек на каждый пункт. В Выживе это число, конечно, больше, там порядка 40-50. Но если на улице наступают сильные морозы, минус 30 и выше, то тогда уже количество людей в городе приходит около 50-60, а в Выжвинском районе уже в районе 100 человек. Горячее питье и питание – без этого врачи не советуют выходить на улицу в морозную погоду. Есть даже еда, побеждающая холод. Это в основном калорийные продукты – картофель, мясо, рыба, а также крупы, фрукты, богатые витамином С. Все это поможет снизить риск переохлаждения, а вот алкоголь в мороз категорически противопоказан. При холодовой травме происходит резкое сужение сосудов, в частности периферических, то есть нарушается кровообращение тканей. И происходит гиперкоагуляция крови, то есть кровь начинает сворачиваться. Люди любят заниматься самолечением. Это не приветствуется в этом случае. То есть если у вас какие-то появились признаки боль, онемение, посинение, бледность конечностей, необходимо обратиться к врачу все-таки. Чтобы не доводить до греха, из дома вообще лучше не выходить. Но если возникла такая потребность, нужно больше двигаться и тщательнее подойти к самому главному. Обувь и одежда свободные, достаточно свободные. Одежда должна быть многослойная и из натуральных тканей. Чтобы не препятствовать, свободная она должна быть для того, чтобы не препятствовать нормальной циркуляции, и многослойная, чтобы между слоями воздух сохранял внутреннее тепло организма. Нельзя растирать обмороженное место снегом, так можно травмировать кожный покров. А это часто делают рыбаки. Лед вообще опасен даже в сильный мороз. Переохлаждение в ледяной воде происходит моментально. Есть риск, это прежде всего в тех местах, где снег на льду имеет желтоватый оттенок, где имеются выход травы, кустарники. И у нас есть участки, которые вода не замерзает, имеются промоины. В этих местах лед особенно тонкий. Раиса Чанева признается, что страшно и представить, если бы тогда в мороз она осталась на улице. Сейчас погреться в теплый и уютный центр приходит много тех, кто изрядно под градусом остался без дома. А это опаснее всего. Так что смелые прогулки в морозы лучше всего отложить. Екатерина Родина, Дмитрий Ведерников, Олег Юшков, телеканал Юрган.